моя игра, она мне принадлежит, ты таким же, как и я. Моя игра, здесь правила одни и цель одна. Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы находимся на Белом озере, где проходят ледовые гонки. Полярная звезда 2012. От себя добавлю, это потрясающее зрелище. Есть два класса, 1500, надо стандарт, да? То есть объем двигателя не должен превышать 1500 кубических сантиметров и регламентом, то есть класс 1600, то есть объем двигателя не должен превышать 1600 кубических сантиметров. В данный момент мы с вами наблюдаем один из обязательных процессов технического регламента, это пломбировка двигателей автомобилей. И как бы пломбировку мы производим уже где-то третий год. Кстати, хочу отметить, что когда проводились чемпионаты России по дальневосточной зоне, наша трасса в городе Якутске была признана лучшей в России. Ну, все, конечно, благодаря нашей природе прекрасной, очень много снега у нас, как бы есть свои положительные моменты. It's hard to argue when you won't stop making sense, but my tongue still misbehaves and it keeps digging. Соперники все сильные очень, достойны уважения каждый. Вот, организация отличная, как и все время на высшем уровне. Гонки мне понравились. Вадим Данилевский выиграл, я второй. Вадим более лучше подготовился, чем я. Поэтому машина у него, техника отвечала своим требованиям. Мы патриоты. У меня ВАЗ-2108. Такой же мотор и коробка. Только, естественно, все спортивное. И очень сильно отличается от стандарта. Вообще, буквально другая машина. В ней 180 лошадиных сил. Секвентальная коробка передач. 2 ряда форсунок. То есть первый впрыскиватель, второй. Естественно, резина, кузов, все там. Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы находимся в Техтюре, где будет проходить ямщицкая гоньба. Данное событие приурочено к 150-летию со дня образования Техтюрской почтовой станции. Сегодня мы третий раз проводим почтовую гоньбу. Это из истории, традиции, наших предков, приленских ямщиков, которые были расселены в эти суровые края в 770-х годах, еще при царице императрице Екатерине II. Ряд лет назад создали наше общество и задались целью восстановить вот эти исторические традиции наших предков. И мы третий год нынче проводим гоньбу. Поэтому мы, соблюдая все традиции, которые были 100-200 лет назад, 230 лет назад в этих местах, именно проводим такую гоньбу. Она в России, в единственном масштабе. Больше нигде, может, в мире нету. Мы возродили историю, традиции наших предков-ямщиков.
атым холорук ден аты бұры сақа билетін сақа тылгыттен түрәтәй. Сақа сеттеті ду ағығы дұлықта. Тұлай біріне біт, онын кеңкетті аты өтті онына. Сәтернікті шөйдір де. Мен сете кәтті аты ол бейт тұраға сәт. Еккес бұл бұтат. Тоғы үйіз бұл бұт. Әкеттін аты бұл әсті ола. Тұрасы өт жағы бұл. Барты мұз, қантыры әджер. Атын бидде кәден Финистан тейін оқтын ұлла. Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы находимся на весеннем кубке по трофи-рейдам от Тайка Мамонта 2012, первый этап. Квадроциклов было 15. Вот. На трассу сперва выезжали класс прото, более-менее подготовленные машины, чтобы они проделали трассу, чтобы дальше идущим было полегче ехать. Вот. Ну, получилось так, что все застревали. Турнир впервые организовали земляки Ивана Александрова, дюпсинцы-инициаторы, местный предприниматель Евгений Слепцов и спортсмены Ивомар Соловьев, Николай Чукров. Иван Александров, уроженец дюпсинского наследия, жил в 1879-1931 годах. Известный силач и борец-хапсагаист. Согласно устным преданиям, он неоднократно демонстрировал свою силу, поднимая огромные камни валуны. Так в Балуне он поднял и вытащил из речного песка камень весом более 800 кг. В народе считался человеком, имеющим полную силу, то есть способным поднимать тяжесть в 100 пудов, 1600 кг. 15 апреля в село Дюпся прошел турнир, в котором приняли участие сильнейшие атлеты республики. Республиканский центр национальных видов спорта имени Манчары предоставил автобус, помог с приглашением атлетов.
Участвовало около 20 участников в возрасте от 18 до 55 лет. В городе Сан-Паулу, Бразилии, состоялся первый международный фестиваль традиционных видов борьбы. Значит, организатором выступил комитет традиционных стилей борьбы ФИЛА. Вот, значит, на фестивале были представлены наши виды, это масресинг и борьба хапсагай, а также казах-курес, татар-курес и, значит, местные виды борьбы американского континента, в частности, вот бразильских индейцев борьба. В состав делегации вошли два спортсмена: Геннадий Степанов, школьник из Мукачу-Кавайского района, и Эдуард Карпов из Черепинского луса, из Жолуна. В общем-то, они выступили достаточно успешно. Геннадий Степанов занял в двух видах первое место в весовой категории до 60 кг по борьбе хапсагай и масресингу, а Эдуард Карпов занял по масресингу второе место. Мы ездили в Бразилию на чемпионат мира. Я занял первое место по борьбе хапсагай и первое место по масресингу. Как тебе соперники? Ну, они все были очень сильные, подготовленные. Но они сильные по физически, не знают приемов. А если узнают, сильные противники будут. Сколько у вас человек ездило? Двое. А сколько там вообще в общем было участников? Примерно 94. Внимание! Долгожданное событие. Началось распространение дисконтных карт Саха-карт. Не упусти шанс получить скидку более чем в 100 магазинах города Якутска. Вопрос, как получить? Звоните по телефону 21 62 88. Подробности на сайте saha-kart.ru. Проблемы на работе? Выплесни эмоции. Пейнтбольный клуб «Комбат». Звони 755 880, заходи на сайт combat.ekt.ru.